Россия и Кыргызстан возобновляют регулярные авиасообщения. Вторую волну уже видно. Количество новых случаев коронавируса растет пятый день подряд. Россия объявила о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с 4 странами, в том числе с Кыргызстаном, сообщил российский оперативный штаб по коронавирусу. Так, с 21 сентября рейсы будут выполняться в Казахстан, город Нур-Султан, Кыргызстан, город Бишкек и Белоруссию, город Минск, с 27 сентября в Южную Корею. Другие подробности пока не озвучены. Рейсы будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью 1 раз в неделю, говорится в сообщении. Вторую волну уже видно. За сутки в Кыргызстане выявлен 91 новый случай коронавируса, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова. Количество новых случаев растет пятый день подряд. Кыргызстанцы постепенно привыкают жить с коронавирусом, то есть живут как раньше, не обращая внимания на вирус. Черный июль забыт как плохой сон. Единственная надежда – это высокий уровень переболевших с иммунитетом. 11 августа премьер Боронов со ссылкой на научно-консультационный совет при Минздраве сообщил, что 1/3 населения переболела коронавирусом, не считая бессимптомных. Это более 2 миллионов людей. Учитывая, что с того времени прошло более месяца, а бессимптомников было более 60%, страна может быть близка к коллективному иммунитету, но это в идеале. Но даже миллион переболевших может потенциально снизить распространение эпидемии и не дойти до катастрофических масштабов и черного июля.